Первый день весны, 1 марта 2025 года, в Абхазии состоялся второй тур президентских выборов. На следующий день Центральная избирательная комиссия объявила победителем Бадр Гунба. В этом видео я рассказываю, как проходило голосование и чего ждать дальше. Здравствуйте, с вами Кирилл Базилевский. Сегодня я презентую очередное видео, посвященное президентским выборам в Абхазии. Ранее я рассказывал, как в Абхазии выбирали президентов на предыдущих выборах. Не всегда это проходило просто и спокойно. Также я освещал подробно ход предвыборной кампании, давал расклады по возможным результатам. В чем-то я оказался прав, в чем-то не угадал. В частности, я, например, был уверен, что Аршба и Барсыс наберут в первом туре как минимум вдвое больше. Однако за них двоих проголосовало лишь 11% избирателей. А во второй тур вышли представители двух кланов, оспаривающих десятилетиями власть друг у друга и пытавшихся без особого успеха управлять Абхазией. Есть у меня видео и по итогам первого тура выборов президента. А буквально совсем недавно я поделился своими впечатлениями от прошедших 27 февраля дебатов кандидатов в президенты. Вы можете все это посмотреть в плейлисте про политику на моем канале. Ссылки также будут в описании к видео. Работу над этим видео я начал с самого утра субботы, можно сказать, в режиме онлайн, еще не зная, чем дело закончится. Как проходило голосование 1 марта в Абхазии? В 8 часов утра 1 марта в Абхазии, Москве и Черкесске открылись избирательные участки. В бюллетенях было 3 графы, позволяющие отдать свой голос за представителя команды экс-президента Бжании Бадр Гунба, активно поддержанного из Москвы, одного из лидеров абхазской оппозиции Адгура Арзинба, или же проголосовать против всех. С самого начала активность избирателей была высокой на всех участках. Избирательные комиссии работали в штатном формате практически без происшествий. Разве что в Гагре задержали человека, проводящего, как говорят, несогласованные опросы избирателей. Кроме того, произошел инцидент в селе Аракич, где была выявлена попытка голосования лицами, не зарегистрированными в данном населенном пункте. Выяснение отношений переросло в драку, которая была локализована, а участок продолжил работать в обычном режиме. Явка на 12 часов дня составила 21%, это 30 200 человек. И не было никаких сомнений, да и, впрочем, их изначально не было, что необходимый порог 25% принявших участие в голосовании будет преодолен в самое ближайшее время, и выборы будут признаны состоявшимися. Кандидаты в президенты проголосовали сразу после полудня. Бадр Гунба это сделал в Сухуми, на избирательном участке номер 3 избирательного округа номер 6. А Адгур Арзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне. Оппозиция среди дня начала публиковать информацию о нарушениях. Но все они пока что никак не тянули на что-то особо серьезное, способное поставить под сомнение итоги голосования. В Учимчире кто-то попал в основной список и в дополнительный, и проголосовал 2 раза. В Черкесске было выявлено 6 нарушений. Люди пытались проголосовать по чужим паспортам. То есть, ничего особенного. В первой половине дня по ситуации на 12 часов наиболее активно голосование шло в Гулгипском, Гудаутском районах, а вот в Саударах была Гагра, Гал и Ткварчал. В частности, Гулгипский район проголосовал тогда 27,5%, Гудаутский район 22%, Сухумский район, Сухум и Ачимчирский район по 20%, Гагрский район 17%, Галский 18%, Ткварчальский район 16%. Стало интересно, чем была вызвана низкая пока явка в Гагрском районе. Как писали некоторые телеграм-каналы, на избирательных участках Гагрского района возникли проблемы с печатями для паспортов, многие из которых оказались бракованными, что затруднило работу избирательных комиссий. Центральная избирательная комиссия по этому поводу особых комментариев не давала. К 15 часам ЦИК Абхазии заявила, что выборы в Абхазии уже состоялись. Общий процент проголосовавших в республике составил на тот момент 43% голосов. Это 62 842 человека. Оппозиционные телеграм-каналы после 16 часов стали сообщать о недостаче бюллетеней на участках по сравнению с тем количеством, которое должно было быть при отправке из ЦИК. Сложно сказать что-то по этому поводу. Непонятно, почему вообще эта информация появилась именно в тот момент.
Ведь перед началом голосования комиссия проверяет количество бюллетеней, при этом присутствуют наблюдатели. Ну, допустим, что планировались сбросы, однако при составлении протокола это в любом случае было выявлено. В Абхазии такие манипуляции крайне затруднительны. Также писали, что в Черкесске пресечена деятельность карусельщиков. То есть человеку типа давали заполненный протокол, он его опускал в урну, а чистый выносил. Ну, на самом деле, карусель это все-таки немного другое. Это когда по сговору с комиссиями не изымают открепительные удостоверения. И разный сброд катает от участка к участку. Я сам с этим сталкивался в Москве в 2011 году на парламентских выборах. Ну, в итоге, правда, и с этим вопросом тоже Центральная избирательная комиссия разобралась. По данным на 18 часов, явка избирателей составила уже 63% голосов. Проголосовало почти 90 тысяч человек. К этому времени штабы кандидатов обменялись заявлениями со взаимными обвинениями. Штаб ГУНБа обвинил оппонентов в провокациях с целью срыва выборов. В частности, упомянули инцидент, который произошел, опять же, который я упоминал в селе Аракич Ачапчевского района, где якобы сторонники Арзенба в сопровождении вооруженных сторонников блокировали избирательный участок, в результате которой произошла драка, а также блокировка участков в селах Махадыр и Ячиев Гагрского района. Арзенбисты, в свою очередь, заявили о массовых нарушениях на выборах, в том числе уже упомянутые двойные голосования, карусели Черкесски, недостача бюллетеней, голосование по чужим паспортам и неподписанные бюллетени в урнах. Еще мелькало где-то неопломбированные урны, с которой тоже было много шума, но непонятно, что в итоге там произошло. А вообще сложно судить, насколько информация, изложенная в заявлениях, соответствует действительности. На этот вопрос мог бы ответить только ЦИК, что он потом в итоге, забегая вперед, и сделал. Голосование на выборах президента Абхазии закончилось ровно в 20:00, и начался подсчет голосов. К сожалению, без чрезвычайных происшествий не обошлось. Незадолго до окончания голосования произошел инцидент в Цадривше. В 14-м округе на 5-м участке там была попытка сорвать выборы. Внутрь участка зашли вооруженные люди, дестабилизировали обстановку, испортили урны и части бюллетеней. Судя по представленной информации, их пытались остановить на Мишевском посту. Но было оказано сопротивление, и 2 злоумышленника оказались в больнице. Адгур Арзенба и его штаб выступили с осуждением подобных действий, но тут вмешался Следственный комитет России. Вот какие заявления сделала официальный представитель СК России Светлана Петренко. Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывший огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен. Это Нурик Смыр. В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице. Продолжается установление других участников этого преступления. Это, соответственно, заявление официального представителя Следственного комитета России. По информации абхазских телеграм-каналов, Нурик Смыр – родственник оппозиционера Адгура Арзенба, который посетил пострадавших в больнице. По мне, это, конечно, такая странная оперативность Следственного комитета, учитывая, что раньше для защиты российских граждан в Абхазии они такой прыти не демонстрировали. Впрочем, ладно. Тем временем в телеграм-каналах с обеих сторон стали публиковать какие-то результаты с участков, которые я даже не посчитал нужным анализировать. Так на заборе тоже можно написать. После первого тура тоже сперва шла какая-то фантастика. ГУНБа, между тем, объявил о своей победе и поздравил сторонников. А Центральная избирательная комиссия Абхазии к утру 2 марта так и не огласила предварительные официальные результаты голосования, как обещала. Сам я, напомню, в одном из предыдущих видео прогнозировал победу ГУНБа во втором туре с результатом около 55% голосов. При условии сохранения предыдущих трендов. Наступило неприятное затишье, так как никому не понятно было, что ожидать от дня грядущего. До 12:30 воскресенья в Абхазии царила информационная тишина, пока не началась прямая трансляция из Центральной избирательной комиссии. По официальным данным, Бадр Гунба победил во втором туре голосования на выборах и стал избранным президентом Абхазии, получив 54,73% голосов. Второй кандидат Адгур Арзенба получил 41,5% голосов избирателей. Явка составила 70%. Проголосовало 100 412 граждан Абхазии. Из них 2065
человек проголосовало против всех. Это, опять же, напомню, это официальные предварительные результаты голосования по версии Центральной избирательной комиссии. По ее же мнению, имевшиеся нарушения и инциденты не повлияли на общий итог выборов. В общем, я со своим прогнозом с победой Гунба в 55% голосов попал практически в десятку. Можете меня поздравить. Все закончилось. Безусловно, эти выборы войдут в абхазскую политическую историю как самые грязные и аморальные. Во втором туре симпатии не вызывал никто. Но вряд ли стоит тем, кто объявлен победителями, предаваться особой эйфории. Совершенно очевидно, каким образом был достигнут этот результат. И никакой стабильной власти, опирающейся на волю серьезного большинства общества, речь, разумеется, идти не может. Они все отлично понимают, что руководить Абхазией будут коллективно определенные деятели. Получили еще более расколотое общество, чем было до этого. Вряд ли самые острые проблемы, стоящие перед Абхазией, будут решены с новой старой администрацией. А наиболее неоднозначные темы все равно приведут к новым политическим кризисам. То есть пагубные тенденции времен президентства Бжания никуда не исчезнут. Можно, конечно, допустить вероятность какой-то перезагрузки взаимодействия между абхазскими властями и их московскими кураторами, учитывая прошлые ошибки. Но я бы на это полагаться не стал. Зачем что-то менять, если все так удалось? Побольше пропаганды, побольше бабла, и так сойдет. Ну, в принципе, все это уже проходили. Даже если отбросить все нюансы, оппозиция проиграла вполне заслуженно. Да, им удалось привлечь часть избирателей, возмущенных грязными технологиями и беспардонным протаскиванием, в общем-то, совсем не удающегося кандидата с другой стороны. Но в целом к выборам они оказались не готовы. У людей было 5 лет на подготовку. За это время можно подготовить не только куцый и популистский, так называемый указ номер 1, но и проработать подробную пошаговую концепцию реформ. Сделано это не было. А за пафосными лозунгами обнаружилась интеллектуальная и идеологическая пустота. Не добавило Вистов Арзенба и его во многом токсичное окружение, его активные сторонники. Многие, не все, конечно, но многие, которые своими зачастую националистическими и ксенофобскими высказываниями и радикальными действиями лишь вредило своему кандидату. Эти выборы нанесли так называемым арзенбистам-хаджинбистам очень серьезный репутационный урон. Но опять же, те, кто пришел к власти сегодня, тоже не проявили каких-то высот в плане предоставления, презентации своим избирателям каких-то планов реформ, каких-то планов действий по выводу из кризиса. Та же самая интеллектуальная идеологическая пустота, что у их оппонентов. Остается надеяться, что те кандидаты в президенты, которые не прошли во второй тур, сдержат обещания и попытаются объединить вокруг себя адекватную часть общества, чтобы вытащить Абхазию из этого межкланового тупика. Впрочем, им бы еще между собой договориться. В общем, эти выборы оставили у меня чувство разочарования и брезгливости. Надеюсь, что на какое-то время мне не придется освещать особо политические темы, а заняться куда более полезными вещами, связанными непосредственно с деятельностью нашего партнерства «Абхазские проекты». Мы и так упустили массу времени и возможностей из-за всей этой политической харахуры. Пора наверстывать, тем более, что интерес к Абхазии со стороны российского бизнеса в условиях относительной стабильности должен вырасти. Ну, а гражданам Абхазии, Абхазии в целом, мне хочется в сложившейся ситуации, пожелать удачи. А сейчас небольшая рекламная интеграция. Посмотрите очень красивый минутный ролик о канатной дороге в Новом Афоне, который построил заслуженный тренер России по шахматам, отец и тренер единственной российской чемпионки мира по шахматам Александр Костенюк и талантливый инженер Константин Костенюк. Расценки и другие подробности можно узнать по ссылке в описании к этому видео.
Напоминаю, что партнерство «Абхазские проекты», координатором которого я являюсь, это сообщество специалистов, оказывающих комплексные услуги для российских предпринимателей по широкому спектру вопросов. Мы помогаем регистрировать в Абхазии ООО и филиалы российских компаний, предоставляем консультации по вопросам предпринимательской деятельности, налогообложению, вопросам недвижимости. Берем на аутсорсинг бухгалтерию, сопровождаем сделки с недвижимостью, осуществляем подбор земли и объектов. Оказываем услуги по всем вопросам абхазского учета. Привозим автомобили на российский и абхазский учет из Японии и Грузии под заказ. Помогаем растаможить автомобили с абхазского учета на российский. Ссылки на наши услуги вы найдете в описании к видео. Много разного интересного, полезного про Абхазию, помимо телеграм-каналов, я выкладываю в нашем блоге на сайте партнерства «Абхазские проекты». В Зен-канале про Абхазию с Кириллом Базилевским, а видео также дублирую в Зене, Ютубе и ВК. Ссылочки вы можете найти в описании к видео. Будет хорошо, если вы поставите лайк под этим видео, нажмете на колокольчик, чтобы получать уведомления о новом контенте на моем канале, и оставите комментарий. Это полезно для продвижения канала, а мне действительно реально интересно мнение моих подписчиков, даже если оно не совпадает с моим собственным. До новых встреч и всем удачи!